Это обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Безработным будет проще найти вакансию, а работодателям сотрудников. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о единой для всех в стране цифровой платформе вакансий. Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который является одним из авторов инициативы. Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала. Спикер добавил, что принятие этого закона также позволит снять межрегиональные барьеры в данной сфере. Таким образом, систему трудоустройства максимально приблизят к нуждам людей. По мнению Володина, в результате повысится качество и оперативность работы служб занятости. Например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически. После вступления в силу изменений в антиотмывочный закон 30 января число отказов банков в открытии счетов и проведении операций клиентов снизилось примерно на 20%. Вступившую в силу поправки уточнили основания, по которым банки могут отказывать клиенту в заключении договоров банковского счета и в проведении операций. Мы надеемся, что это поможет на самом деле преодолеть ранние трудности по сбалансированию ситуации, когда кредитные организации зачастую перестраховывались и отказывали в банковском обслуживании, заявили в Центробанке. Отмечается, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году сократился с 720 миллиардов рублей до 600 миллиардов. Вывод денежных средств на 1 января текущего года составил 52 миллиарда рублей против 66 миллиардов рублей годом ранее. Ну а в свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством регулятора поругала банки за использование скрытых комиссий при выдаче кредитов. Центробанк предлагает учитывать все услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита. Набиуллина отметила, что в условиях низких ставок банки тоже ищут способы увеличить процентный доход. Некоторые прячут реальную цену кредитов в страховую премию и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. И люди часто не понимают, во сколько им обойдется кредит, заявила Набиуллина. А в России решили ввести налог на старательскую деятельность. Новый налог затронет всех граждан, которые захотят заниматься старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе. В пресс-службе Минфина заявили, что законопроект должен быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Госдуму уже в ноябре этого года. Также в министерстве уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития. Поэтому сперва нужно принять закон о старательской деятельности, который бы определял это понятие. Около 5,7 миллиона квадратных метров жилья было введено в России в январе этого года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в материалах Росстата. Согласно докладу, в январе введено 515 многоквартирных домов, а население возвело 20 тысяч жилых домов. Таким образом, всего построено почти 80 тысяч квартир. Объем работ по строительству в январе этого года составил 448,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню предыдущего года. Общественная палата России и ЖКХ-контроль попросили Кабинет министров распространить субсидии на оплату коммунальных услуг на малоимущих граждан, имеющих задолженности по счетам. Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги, а они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидий, говорится в обращении. Авторы инициативы также предлагают использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние 2 месяца вместо полугода. Ожидается, что в случае принятия предложения количество получающих субсидий может увеличиться в 2 раза. Сейчас доля семей, пользующихся такой формой господдержки, составляет 5,4%. К этому часу у меня пока вся информация. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.